Давненько. Давайте переходите сюда. Сейчас посмотрим. Так. Пока народа нет там. Привет. Звук есть, нет, ребята? Пытаюсь подключиться. Пишите, пожалуйста. Да. Ну, в общем-то, давай. Угу. Это другое даже. Да, ребята. Хотел пообщаться. Оказывается, один другому мешает. Блин. Что ж, придется без звонка. О, написан номер. Хотел услышать голос народа. Если позвоните, то сигнал исчезнет. Очень жаль. Ну ничего, вам придется только написать. Итак, друзья. Всем огромный, горячий, плавленый привет. Жив-здоров. Вот. Да, потерялся я. Да, куда-то был. Да, времечко прошло. Все спрашивают, чем болел. Но человеку не суждено предугадывать. Вернее, наоборот. Располагает Всевышний. Вот. Ну, честно говоря, ребята, ситуация была в кавычках хреновая. Вот, на самом деле. Каждый человек, который имеет три духа, три кута, вот, проходит серию испытаний. Если его хотят поднимать на новый уровень развития не только физического, но и духовного, человек должен пройти энный уровень. Для того, чтобы он дошел, его мучают Всевышние и растерзание тела и души. В психушку я не попал и вряд ли попаду. Все обошлось внутри семейной обстановки.
Да, такое проходит, происходит, вернее. Вот. Что это означает? Ну, они хотят из тебя сделать что-то другое. В том плане новый уровень кузнечного мастерства, это еще непонятно. Новый уровень развития человека, сверхсознания и так далее, это предстоит еще к этому учиться. Ну, в общем, это дело долгое и очень больное. Человеку трудно, вообще не спишь, засыпать трудно, ничего не снится, все болит, все ноет, зубы шатаются, все кости растерзают, как будто все на 4 стороны тянут. Но врагам не врагам, друзьям не завидую. Вот. Что дальше произошло? В это время человек, ну, ничего не может сам собой делать. Вот в чем проблема. Ничего у него не получается. Да, понимаю, ребята. Да, примите мои искренние извинения, ребята. Да, я затянул вашими заказами. Да, я затянул со всякими кромаксами, пиджикеями, хотя вопрос решен уже. Вот, и с неолоксом. Да, я затянул там пешнями. Затянул парочкой батареек. Да, признаюсь, ребята. Есть такое. Так что прошу всех поблагодарить. Я должен вам за ваше терпение. Вот перед ковром, как говорится, стою я. Правильно? Вот, как-то так, ребята. Но сейчас вроде опустило. Звонить мне сюда нельзя. Не надо, вернее. Вот, эфир срывается. Вот. Сейчас этот номер не успокоится, еще раз позвонит. Благо такой красивенький так стоит. Да, обижено много, немало, скажем так, кавычки, клиентов. Да, ругается. Ну, извините, ребят. Пока ситуация такова. Так, ну что новенького? Что новенького? Так, такого новенького, такого большого нету. Пришли некоторые новые стали. Называется Шерхан. Хорошее такое имя. Евро. У некоторых сталь заканчивается, у меня только прибавляется. Да, попрощались, ребята, мы с Неолоксом вторым. К сожалению, мой уважаемый друг, коллега, в некотором смысле хотел помочь, который зовут Геннадий, жил в Германии, кое-как из-за расизма или как таковой, ну там, гоняет русских людей в нате. Вот. Забыл слово такое. Забыл. Кое-как ноги унес и живет у своих детей в Норвегии, по-моему. Должен сказать, Геннадий, спасибо тебе за попытку хотя бы помочь. Вот. Так что я должен поблагодарить. Но этот вопрос еще открыт. Вот. Есть каналы. И я должен, буквально должен, ребята, кто живет в Германии, в Австрии, помогите мастеру приобрести энную сталь, энного количества. Ну, неолокс второй, неолокс. Можно и неолокс, да. Толщиной стали поговорим. Вот, если есть у вас возможность помочь человеку, выходите на связь. Вот, у них там магазинов валяется, так лежит.
Эта сталь вообще-то живая, специальная и всеми доступная у них. А у нас уже закрыто, мы в пробке. Вот. И хотел бы попросить моих друзей казахстанцев, вот, через вас идет, только через вас возможен вот такой крюк сделать из Европы в Казахстан, из Казахстана, ну, в нашу дружескую страну. Это займет не недели, а месяцев так минимум 3-2, так думаю. Вот. И если мы провернем это, без вашей помощи мне, к сожалению, не удалось. Мои уважаемые друзья, ребята из ДРН, тоже ищут выходы, ходы. Вот, через Турцию пробиваются и так далее. Ну, в апреле кое-что придет, посмотрим, что привезут. ДРН, ребята не бросают трудные времена, ребята стараются, работают. Вот, и слово я должен говорить, слово свое держат. Вот, ну посмотрим, поживем, увидим. В апреле что-нибудь прикупим, если надо будет. Вот. Так что у меня вот такие новости. Так, да. И у нас в этом месяце, 18, через 2 недели, через пару годиков, ну, COVID-19, да? Да, после ковида не было выставки Дархан-Уз, республиканский, живая выставка, специализированная, национальная, можно сказать. Вот. Там примут участие, ну, по данным позавчера, данным будут участвовать 62 мастера якутских ножей, аж 62. Ну, по прибытию к дате увеличится до 80 или даже превосходит 90 участников. Только участников. Так что мы очень ждем этот праздник. Вот, к сожалению, пройдет только один день, 18-го, и все. К сожалению. Вот. Сейчас постепенно идем к этому вопросу, Александр. Вот. К этому идем. Так, ну посмотрим. Посмотрим. Хочу новеньких сталей попробовать, дать на тесты. Посмотрим, как поведут себя. Или старым своим методом. Посмотрим, что успеют, то сделать. Я человек в данный момент совершенно свободный, совершенно в том плане свободный художник. Вот. Некого мне тут пинать, некого мне тут гонять. Один, гордо, но счастливый, одиночестве творю. Вот. Мои бывшие ученики, кто куда, один в городе, где-то там работает, другой студент подался, а третий уже телефон не берет, даже недоступен. Надеюсь, все живы-здоровы. Сами знаем, ситуация какая непростая. Вот. Да, и эта ситуация, к сожалению, продолжится по нашим данным, еще 2 с лишним года пройдет эта суета с этим вопросом. Но если такие подробности нужны, придется нам остановиться по всей глобальной территории, по глобальным вопросам и так далее. Про розыгрыш. Конкурс, ребята, еще не состоялся. Хотел сделать 23-го, но как так 23 и 18 чуть-чуть рядышком стоят. Не успею однозначно. 8 марта тоже не успею наверняка.
там другие совсем планы идут. Вот. Но в марте, где-то в марте мы забьем на этот вопрос гвоздик, вот, и повесим из повестки дня. Вот. Участников, насколько я помню, 226 всего. То есть половина набрана, половина осталась. Нам нужно 450 минимум. 450 минимум. Вот. Так что только половинка набралось я. И сегодня только что недавно приобрели парочку билетов. Сейчас распечатаю. Кто приобрел, печатается. Вот, по датам и так далее. Все по порядку, по столбику делается. Что касаемо каких ножей будет какая сталь в конкурсе, будет сталь PGK. Другой нет. Других из сталей будет дороговато. Еще подороже будет. Так что на сайте Неолог 2 еще не убрано. Ну, пока пускай висит. Как пускай манит. Вот, потом посмотрим. Со стали PGK у нас запасы, ну, имеются на полгода максимум. Но если там, да, если там добавить некоторые кромаксы, CPR и так далее, годика 2 буду махаться. Примерно. Вот, если таким медленным темпом, то можно и на 5 натянуть. Иногда посещают меня мысли в последнее время. Дайте-ка я конкретно делаю по совести все заказы. Однозначно, ну, они все равно сделаются. Вот, ну, я натянул тут резину на свою сторону. Вот, сделаю я все заказы и закрою этот вопрос. Временно буду недоступен. Временно. По той простой причине, что-то хочется поменять. А то ножи, да ножи, острые, это острые. Что-то хочется сделать другое. В том плане кузнечного мастерства. Хочу немножко себя обогатить, опыта набраться чуть-чуть в другой сфере. Кузнечном, конечно, но кроме ножей, кроме остреньких, вот, какой-нибудь такую дорогу подсказали, вот, неплохо было бы, сказали, передали, вернее, оттуда. И туда тянут, наверное. Потянут наверняка. Вот. Посмотрим. Ну, пока. Так что, ребята, те, кто желает заказать, рассчитывайте время на месяц вперед. Вот. Если хотите настоящий якутский ножик из хорошей стали, вот, из этого мастера, вот, заказывайте заранее и не спешите. Вот, не тревожьтесь. Просто определитесь, за месяц заказывайте, потихоньку доберемся и до ваших. Вот, или я сразу откажусь, что я никогда за эти 10 лет уже я не делал. Никогда не отказывался в заказах. Вот. Ну, сейчас, по всей вероятности, посмотрим. На следующей неделе что покажет, что скажут. Стал зависим оттуда. Вот. Что-то они мои мозги просверлили. Но это, как говорится, у человека, если 3 кута, то он должен поменяться. И он не должен бояться перемен. А должен идти вперед. Вот. Сейчас перейдем к нудной теме. Про войну.
Что там творится? Я плохо там творится, плохо. И с снабжением плохо, и со связью плохо и так далее. Хорошего там очень мало. Очень мало. Предисловие расскажу чуток. Мы тут со своими коллегами по другой линии, в линии РУН, тайну РУН и так далее. У меня там друзья, коллеги, мы тоже занимаемся этим. И пришла сверху хорошая весть с небес. Вот. И эту весточку мы разошли, по крайней мере, попытались, те, кто знает, те, кто участвует в военных действиях. Вот, родня, родители, жены, сестры, братья, дети и так далее. Вот, с помощью их можно изменить судьбу человека, вот, в лучшую сторону. Это никакая не шутка, это очень серьезно. Надо этому. И щекотливый такой вопросик, по идее, но практика показала и будет показывать, что результат будет в лучшую сторону. То есть благодаря этим вещицам, ребята там воюют, и ничего такого серьезного, плохого с ними не должно происходить. В общем, по-простому, если сказать, напутственные слова алгыс. И этот алгыс оказался правильным, эффективным и неспроста сверху отправляет. И оно работает. Максим, дослушай, Олегович, потом и пальцем играй. Она работает. Вот. Кому интересно, всех не буду убеждать, что это действительно так. Скажу слову, то верить, не верить, тут вопрос в этом не стоит. Вот. Вопрос в другом. Твое желание, твои мысли объединяет происходящим действиями, вот, своих близких. Ну, благодаря этим вещицам благополучно все обходится. Не будем плевать 3 раза, но эффективность показала. Немножко заинтриговал, не дали мне говорить, как говорится, все дословно, да и не буду, наверное, после таких жестов. Еще средний палец покажите. Потом вы знаете обратную сторону медали. Вот. В общем, да, не раскрою все-таки эту карту. В общем, кто заинтересовался, телефончик вот, напишите по WhatsApp, попытаюсь объяснить лично, кому интересно. Так, дальше идем. Ну, что касаемо дальнейших действий, время покажет. Но была указана дата, была указано время, когда это все закончится. И мы это знаем. И я озвучил некоторое время назад эти слова, так что еще рано, ребята, еще рано. Не близкое это дело. Вот. Там, сами понимаем, за что, ради чего и так далее. Это личные, у каждого свои мнения.
Но если это будет продолжаться слишком долго, ну, сейчас в этом году, например, у нас в республике, да и, по-моему, не только в нашем регионе, в других регионах тоже, выборы придут, правильно, в этом году, в сентябре, 10-го. Вот. И все почему-то пугают месяц май, до 9 мая. Что-то должно такое произойти. Вот. Но пока мы этого, ну, должно что-то произойти невероятное и невоплотимое. Например, ядерный взрыв и так далее. Такого нет. Должно быть. Вот. Что касаемо болезни, коронавирус третьего вида под именем Кракен, да, он должен забушеваться в конце этого месяца или в начале этого месяца. Опять ковид и так далее. Суета-муета. И одно еще дважды должен обойти мир. Но он окажется не таким. Уже люди пережили это, гены уже другие, и но он окажется легким более, чем тот раз. В тот раз унесло очень много жизней, вот, очень много. А этот унесет, но не всех. Вот, и оно все начнется, кто-то скажет с запада, кто-то скажет с востока, примерно с Японии, а если обернуть мир, что с запада. Оттуда, значит, перевернуть вот так, оттуда. Дважды. Ну, как говорится, поживем, увидим. Вот. Если не трудно, уважаемые зрители, у вас 23 зрителя. Пишите вопросы, какой-нибудь заинтересовал. А то полчаса тут болтаю, одни пальцы смотрю. Или пишите, у меня сеть такая, сякая. Вопросы есть? Вопросов нет, по-моему. Что касаемо выставок, клинка и так далее, пока не планирую. Могу сказать смело, вряд ли. Вряд ли так что-то произойдет такое, чтобы я пошел на выставку. Хотелось бы, скучаю, конечно, почему бы и нет. Ну, господин Шойгу сказал 1,5 ляма. 1,5 ляма. Но если никто не останется, кто-то должен умирать, там пойти. Они-то не пойдут, правильно? Правильно? Вот в чем дело. Они-то у нас другие, непростые, а мы только простой народ. Себя так думают. Вот. Посмотрим. Время покажет. Что там. Так. У меня по гарантии, по-моему, 7 ножей. Не только ваши, Александр. Который из них я не знаю. Так что не могу сказать, что с ним, как так и так далее. Должен сказать, что порадую. Куда надеемся-то? Посмотрим.
сделаю, отправлю большим опозданием, но зато получите как новую, или как написано было, бритву в новом виде. О, термообработку провожу. Тут не просто шаляй-валяй. Еще вопрос есть? Посмотрим. Брак, не брак и так далее. Если данного стали нету, там тоже посмотрим. Поменяем клиночек. Вот. Но это будет, конечно, будет, куда он денется-то. Давайте еще вопросы. Проснулись некоторые только-только. Или как? Есть, ребята, вопросы? Что там планы по производству? Да, только почтой отправка. Планы производства. Погода теплая, 39-38 всего. Как-то 2 недели назад 54, почти месяц простоял. 3 недели. Ну, столько жарко было, столько и суток холодно. Мстит природа сама собой, сама себе. Прошлым летом ночью 32 градуса было. Ночью. Да, я знаю. От вашего имени сегодня, по-моему, побеспокоили на родном или вчера. Вот. Наверняка первый раз заказываете у меня. Вот и столько и дней обязательно в Якутии похолодает. Сколько жарких дней, столько и холодных, очень холодных дней. При минус 50 машина останавливается. Быстро не ездит. Много жрет, холодно. Колеса, если остановился на 3 минуты, через 40 секунд резина замерзает. Через 40 секунд. Это зимняя резина. А если у тебя там сезонка и так далее, то шатуфта лопнуть может сразу. Сегодня ни одной. Да, кстати, тут у меня парочка лежит. Но боюсь, что если продам, на выставку нечем будет пойти. Пускай до выставки подождет. А там, если останется, сразу на канал закину. А если после выставки, то у них цена, как правило, ниже бывает, становится. Ну, посмотрим, ребята. По идее, сырья хватает. Но такой массовой производство мощной такой не обещаю. Вот. Наоборот, хочу сделать так, что это моя, как говорится, мечта такая, скупая, скажем так. Хочу заняться этим делом
только зимой. Только зимой, а весной и летом отдыхать. Если будете намерены заказывать, заказывайте сейчас, чтобы получить весной или летом. А то летом и весной, особенно у нас так получается, буквально с 20 апреля, кое-как терпим, идет еле-еле время, через 80 суток утка прилетит у нас, через 80 суток первые крикаши прилетят. А если кто услышал, про конкурс уже было, посмотрите потом. А если кто уже добыл крика, все, каждый якут берет свое ружье, свою лицензию на добычу и все, идет искать. Или едет. Потом 20 дней охота у нас продолжается. Почему 20? Целый месяц. Да, целый месяц охота весенняя. Потом маленький промежуток, неделька. Неделька запрещена охота. После недельки идет охота на турпана. Плюс-минус 6 дней. Это традиции. Для якута, охотника, охота на водоплавающих дичи и на копытных — это не удовольствие, это не какое-нибудь мероприятие, это, во-первых, пища. Во-первых, пища. У нас один кусочек мяса вот такого размера стоит 750-600 рублей. Неважно, это бурятина, неважно, жеребятина, вот такие расценки. Хотя поле коров много и так далее, а вот цены космические. И эту кусочек мяса можно добыть, если ты хорошо подготовлен, если ты хорошо стреляешь и так далее. Можешь накрыть этот расход 700 рублей, стрелять 10 патронов, добыть 10 килограммов мяса. 10 уток. Вот так. Да, хочу отдохнуть. Что-то я подустал. Вернее, не устал, а желание пропадает. Но это желание я придержу. Вашими заказами закончу. И новых заказов так таковых приму у некоторых. У некоторых нет. Сталь я буду понемножку делать, понемножку тратить, скажем так. Не массово так, а понемножку. Вот, так что кузнечным делом будем заниматься, когда снег ляжет. И до того момента, когда она оттает. Вот только в это время буду работать. Наверное. Так планирую, мечтаю. Вот там охота на уток, потом на турпана. А потом у нас уже традиционно идет ВСЭХ, фестиваль УС-ИС-АС-фест. В этом году превратится в дальневосточный уже. Не республиканский, а дальневосточный. Вот. Так что приглашаем всех, кто в Дальнем Востоке этими занимается, кто готовит, умеет национальные блюда, кто шьет национальную одежду и посуду делает, и кто занимается кузнечным делом, и кто занимается гончарным изделиями.
Всех приглашаем в начале июня. В моей родной земле, село Черках. Вот. И положение выставки, конкурса и так далее, все будет оглашено уже в конце апреля. Это уже традиция, ребята. В прошлом году провели. Ну, на наш взгляд, вполне нормальный, вполне достойный. В этом году расширимся, в следующем году будем делать всероссийскую. А потом и на международную недалеко. Так как если мы объявим международную, пригласим моих братьев бурятов, калмыков, казахов, киргизов, всех-всех-всех приглашаю, таджиков, узбеков, всех-всех-всех-всех. По той простой причине, на прошлой неделе тюркские народы под таким лозунгом подписали указ нашим президентом республики и главой Айсену Николаеву развивать тюркские народные отношения, культурное и духовное развитие. Это очень хороший документ подписан. Так что, ребята, мои братья по крови, будем встречаться часто, надеюсь. Халайс. Вот так-то, вот такие у меня такие маленькие предисловные новости. Вот. Ну, время покажет, посмотрим. Сначала мыслями надо разобраться, мыслями. Потом посмотрим. Да, и выставку достойно проводить надо, участвовать. Вот. Потом подойдет сразу же, буквально, если человек начинает, буквально идет сразу же День Отца Республики, который отмечается первое воскресенье апреля. Сразу же. К этому уже надо будет готовиться, сделать печню, сделать то, сделать все и так далее, все. Вот. Там уже идет одна рука, тут идет одна рука, уже третьей-то нету. Так что, ну, прорвемся. И так, по-разному было, пробивались. А вот уже летом, в июне, ну, хочу колесить, поехать тудым-сюдым, на природу посмотреть и так далее. А потом уже июль, после июля Август, если Август, то уже на Копытных уже собираемся. А если Копытных открывается в середине сентября, то они закончатся где-то в ноябре, в октябре, конца или начале ноября. А в ноябре подледная рыбалка большая, вот, всенародная, можно сказать. Вот, когда рыбалка заканчивается, уже заготовка льда, а у нас ртов много, пожилых людей тоже немало, всем надо лед доставить и так далее. А потом уже глядишь на забой скотины, там уже, если не считать родственников, которые живут в городе, там недельки-две, и в конце концов 20 ноября, где-то так, блин, уже придется думать про Новый год. И так каждый год в течение 10 лет. Вот так-то вот. Некоторые ребята думают, что тут какой-то магазин. Вот. Многие, которые только-только смотрят, только-только подписались и так далее. Но у вас-то там народу много. Компаний, больших концернов, там, я не знаю, много рук. Вот, и им, если заказывать, там получаете буквально неделька или меньше того и так далее. А у нас так такого, если один на все отвечаешь, надо успеть это сделать, то сделать.
тогда придется откладывать это, или там идти, или здесь идти, туда поехать и так далее. Отрываешься. Я это самое то не люблю, когда меня отрывает от дела. Того или иного. Если я кую, сегодня я должен ковать. Никто и ничто меня не должно отвлекать. Только такими усилиями. Сегодня заковал 12. Молодец. Завтра я и заколю. Криоборот, обработка и так далее. Послезавтра в дорогу. Потом уже надо одеть ножны и так далее, и так далее. Это займет половину или большую половину недели. Вот так вот. Так идет, 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 идет. Бывают заказчики такие терпеливые, умные, мудрые. Заказывают, говорят и сразу намечают цифру. Ко дню рождения, юбилею, подарок. Вот такого оно должно прийти. Я спрашиваю адрес, какой? Туда, сюда, сюда, туда. Смотрю, забиваю по приложению Почта России. Она показывает на данный момент 10 суток. Тудым-сюдым, где-то примерно 12 суток до этого я должен уже сделать и отправить. Вот. Таких заказов человек держит в голове. Спрашивается себя. Смотришь, я должен что-то в это время сделать, чтобы отправить кому-то. Смотришь, блокнот смотрю, вот такое оказывается было. Все, такое не пропускаешь. Пытаешься делать человеку хорошее дело сделать. Вот. Если не повезет, отправка и так далее, без задержек. Раньше, чтобы приходил на 2 сутки, 2-3, заранее, чтобы человек подготовился. Вот. Получает, особенно последний момент, последние месяца, заказывают женщины мудрые, умные, молодые девчонки, так держать, радуют своих сильную половину. Уже по 23 февраля забрали уже. Целую партию забрали. Нет у меня. Уже забрали. Тогда еще. Вот так надо думать заранее. И они уже подходят, на подходе. На следующей неделе уже получите к числу 18-го, 20-го все получат, абсолютно все у себя уже. Подарок есть мужу. А не то, что я посмотрел этот эфир и сразу, где он? Можно заказать у вас ножик? Можно, но в следующем году только. Почему? Опоздали. Конечно, следующий год это шутка, но иногда такое и происходит. Вот. Ну, ребята, у меня осталось 7 минут. Если у вас нету таких горячих вопросов, проведем итоги этого эфира. Вот. Несмотря на предупреждение, заранее, за 3 сутки объявление было объявлено. Да, и в начале эфира некоторые нюансы не учел. Какие-то корявые движения сделал. И того удалил. Пришлось новую трансляцию сообразить мгновенно. Ну, хотел пообщаться с вами вживую через этот телефон. А этот телефон, гад, сел батарейка, до сих пор заряжается. Ну, в общем, это моя вина. Но в следующий раз посмотрим. Если... Да, я хочу немножко пообщаться, услышать ваши голоса, моих клиентов. Вот. И они будут не только хорошие отзывы, я это знаю. Вот. И хотелось бы мне самому убедиться, что я действительно иду по той или дороге, или я учел это, или не учел того, и так далее, и так далее. Мне этого хочется знать. Вот. Ну, а там посмотрим. Так что, ребята мои, уважаемые клиенты,
кто живет в Германии, в Австрии. Объявление услышали. Мои ребята из Казахстана готовы. Готовьтесь. Могу и каждому позвонить. Вы у меня тут на телефоне все абсолютно. Вот. Могу и каждому звонить. Вот. Кому удобно и неудобно, спрашивать не буду. Скажу, сможешь или нет. Сразу на ты. Вот. Так и переберем. Это я насчет стали Неолокса. Неолокс очень хорошая сталь. И на днях у меня был разговор с моим давним клиентом. Вот. Когда я занимался Эльмаксом. Да, разговор буквально 2 секунды было рассчитано. Разговорились, минут 20 съели, соскучились, в общем. Вот. Я горд, что встретил такую сталь. И я благодарен своим клиентам, что вы были строги со мной. И ваши желания меня принудили идти и идти только выше и вперед. Я вам благодарен, ребята. Ваши незаметные, неприхотливые такие желания, можно такое, а можно такое, мастера заставляет двигаться, изменить, поменять и так далее. Вот такие выводы мы сделали, поговорить с моим давним клиентом, другом. И в нашем веку еще найдутся еще лучшие стали, еще лучшие клинки. Но если в конце концов все мы умрем, понятное дело, если такое произойдет, я буду знать, что в серединном мире из моих рук сделано немало ножей. Немало ножей, не простых, а из суперски хороших сталей. Я это буду знать. И меня это успокаивает, и это меня вдохновляет. Как-то так, ребята. Всем мирного неба. Обращайтесь насчет того, что волшебных штучек. Смотрите эфир. Если что-то недопоняли, пишите вот по этому или по этому номеру. Номера-то одинаковые по WhatsApp. Отвечу, когда освобожусь. Отвечаю, по идее. Прорвемся. До связи.